Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами программа «Честный разговор». В ней мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем самые важные события региона. Честно и с разных позиций. С вами в студии Ирина Ефимова. В этом году по всей стране школьный последний звонок прозвенел онлайн. Пандемия и здесь внесла свои коррективы. Долгожданные выпускные также под большим вопросом. Но что важнее, перед вчерашними школьниками стоят сложные вопросы. Как и куда поступать в новых условиях? Эксперты из мира образования прольют свет на злободневные темы, расскажут о правилах сдачи ЕГЭ и поступления, а также поделятся мнением о профессиях, которые будут наиболее востребованными в посткоронавирусном мире. Тема сегодняшнего выпуска – «Абитуриент 2020. Вузы по новым условиям». Успешная сдача единого государственного экзамена – это ключ к поступлению. Введенный в 2001 году ЕГЭ уравнял в шансах школьников из всех регионов России. Для обладателей высоких баллов открыты двери любых вузов. Поэтому сейчас основная задача для наших абитуриентов – это как можно лучше сдать экзамены. Владимир Путин, президент страны, в своем обращении 21 мая обозначил изменения, которые затронут ЕГЭ в этом году. Подчеркну, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Разберемся, когда и как ЕГЭ пройдет в Якутии, как обеспечат меры безопасности для учеников и смогут ли они отпраздновать окончание школы. Узнаем подробности у первого заместителя министра образования и науки Якутии Михаила Присяжного. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Добрый день, Ирина. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, сколько ребят и когда будут сдавать единый госэкзамен в республике? Да, действительно, как вы отметили, вот этот учебный год, он продолжает оставаться самым необычным за последние годы. Аттестат в этом году выдадут на основе итоговых оценок, те, которые ребята заработали в течение учебного года. И поэтому значительная часть ребят, она сразу сможет уже претендовать на поступление в учебное заведение среднего специального образования, да, или отправиться в армию. В то же время, в виде исключения, единый государственный экзамен, он в этом году проводится только для тех, он обязателен только для тех, кто поступает в вузы. Понятно, что в связи с названными выше факторами мы ожидаем некоторого снижения тех, кто будет сдавать экзаменуемых. Но вы спросили о количестве. Да, в региональной информационной системе сдачи ЕГЭ на сегодня у нас 8761 человек включен. И из них это подавляющее большинство, практически 7948, это выпускники этого года. Но их будет меньше, да, по факту, скорее всего? Да, сейчас идет, конечно, сейчас ребята уточняются, потому что они же сейчас аттестаты скоро буквально получат, остается всего где-то 10 дней. И начало экзаменов единых, первый день через месяц. У нас сегодня эфир, в общем-то, проходит правильно, за 1 месяц практически. Расскажите, пожалуйста, какие меры будут приняты, чтобы не допустить вспышки инфекции во время проведения госэкзамена? Во-первых, конечно, мы говорим о том, что, в принципе, сама процедура проведения ЕГЭ, она не изменится, с точки зрения достоверности, да, результата, сравнимости с результатами прошлых лет. Но понятно, что серьезно с организационной точки меняется. Почему? Есть методические рекомендации Роспотребнадзора, все начинается снаружи. То есть практически при входе в пункты проведения экзаменов будет разметка, чтобы социальная дистанция она была не только когда ребята будут выполнять сами задания, но и до того, как войти в помещение. На входе будет бесконтактный контроль температуры, дальше идет рассадка. В каждое помещение, это сейчас аккуратно очень для каждого пункта прописывается, не более 10-15 человек, дистанция не менее 1 метра, и то, что знакомо многим со школьных лет, это рассадка зигзагом, да, чтобы, в общем-то, была определенная дистанция. И понятно, что это, конечно же, до экзаменов и после экзаменов это дезинфекция. И в период экзаменов обязательно будет предусмотрено обеззараживание воздуха. Естественно, элемент последних месяцев, с которым живет весь мир, это маски, это перчатки. И не только у организаторов, да, но и, конечно же, у всех ребят, которые придут на эти экзамены. Несомненно, экзамен – это сейчас основное, но ведь выпускной – это такая памятная дата для каждого человека. Пройдут ли в Якутии выпускные баллы, которых с нетерпением ожидали школьники?
Ну да, Ирина, это действительно все-таки приятное ожидание в любом случае, как бы не было. Единственный раз, когда ребенок прошел долгий путь, оканчивает школу. В целом, как и в случае с последними звонками, будут у нас организована такая масштабная республиканская акция с праздничным мероприятием на нескольких площадках. Но в то же время мы прекрасно понимаем о том, что в ряде населенных пунктов, где есть режим повышенной готовности, это прежде всего крупные населенные пункты, и там, где зарегистрированы случаи заболеваний в отдельных населенных пунктах, мы рекомендуем не проводить мероприятия со сбором детей, с физическим контактом. Ну, а в тех населенных пунктах, в основном в сельских районах, труднодоступных населенных пунктах, где такие мероприятия возможны, где группы будут небольшие, до 50 человек, это уже будут принимать решения на уровне школы. Ну и, конечно, для ребят мы сейчас готовим очень серьезные тоже помощь. Это и час абитуриента, это и эффективное лето абитуриента с рекомендациями о подготовке. Но об этом уже скажут наши уважаемые коллеги, представители вузов, ректоры наших вузов. Спасибо, Михаил Юрьевич. Уверена, что эта информация поможет выпускникам успокоиться, собраться и думать о подготовке к экзаменам. А с нами на связи был первый заместитель министра науки и образования Якутии Михаил Присяжный. Поступление в вуз – непростое, сложное время как для самих абитуриентов, так и для их родителей. Забота о ребенке и желание помочь ему определиться с будущим естественно. Но в условиях пандемии непонимание реальной ситуации и тревога – плохие помощники. Узнаем, какие вопросы сейчас беспокоят семьи абитуриентов больше всего. На связи с нашей студией представитель родительского комитета школы номер 31 города Якутска Ирина Красноярова. В этом году ее сын окончил школу и готовится поступать в вуз. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, куда собирается поступать ваш сын и какие вопросы сейчас вас волнуют больше всего как маму абитуриента? Мой сын Илья закончил 31-ю школу физико-математический класс и собирается поступать на IT-направление в вузы Якутии, Санкт-Петербурга либо Москвы. И в связи с этим у нас, конечно, у родителей есть волнения и тревоги. Нас интересует в первую очередь подача документов. Каким же образом она будет осуществляться в нынешнее время? Нужен ли будет в этом году медосмотр? Нужна ли будет медицинская справка для поступления в вуз? Также меня очень интересует вопрос, какие преимущества есть у медалистов, олимпиадников и лиц, прошедших программу ГТО? И вообще, как можно получить дополнительные баллы при поступлении? Как мама молодого человека, у меня еще есть интерес к военной кафедре при вузах. Я хотела бы узнать, есть ли при вузах Якутии военные кафедры. Если есть, то как туда можно попасть? Спасибо. Ну что ж, спасибо вам большое, Ирина. Уверена, что эти вопросы интересуют родителей всех выпускников, и мы постараемся узнать ответы у наших экспертов. С нами на связи ректор Северо-Восточного федерального университета имени Амосова Анатолий Николаев, ректор Арктического государственного агротехнологического университета Иван Слепцов и ректор Арктического института культуры и искусств Саргалана Игнатьева. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с федерального университета. Анатолий Николаевич, как изменились правила подачи документов в этом году и нужна ли медицинская справка? Здравствуйте. Конечно, этот год для нас, именно необычный. Конечно, подача документов тоже будет необычным для нас всех в формате. Ничего через почту и так далее лично приходить с документами не надо, если в онлайн-режиме. Нужно будет все свои документы, которые нужно подать, отсканировать и в отсканированном виде отправить в наш адрес. Еще с прошлого года мы разработали личный кабинет абитуриентов, да, и в этом году хорошо, что у нас такая разработка была, мы ее применять будем. Сейчас в тестовом варианте эта программа включена, и 20 июня мы начнем прием документов. Конечно,
нужно будет тоже ознакомиться с правилами приема, как это делать скан, и так далее, сколько там разрешений должно быть и так далее. Это все у нас на сайте. Насчет медицинских справок, это очень актуальный вопрос, здесь тем, что у нас здесь сейчас пандемия, чтобы не нужно создавать ажиотажа вокруг поликлиник, да, абитуриентами, мы приняли решение для того, что для этого можно справку представить после поступления. Для этого и наша поликлиника, да, и другие клиники будут работать позднее. Ну, конечно, для зачисления абитуриент должен удостовериться, что нам написать заявление, что он в течение определенного времени нам предоставит свою медицинскую справку. Анатолий Николаевич, а какие направления и специальности наиболее популярны у наших абитуриентов и планируется ли в этом году увеличение бюджетных мест? Ну, я бы хотел сказать, что сейчас в последнее время у нас увеличение по медицинским специальностям, сейчас очень актуально стало, по педагогам, но в последнее время тренд еще и на инженерные направления. Если взять, сравнить с прошлым годом, да, у нас увеличение контрольных цифр приема наметилось. В этом году у нас бюджетных мест почти 4000, это, если точнее, то 3947 или 41. В сравнении с прошлым годом почти на 600 мест у нас увеличили. Хотите что-то добавить о кампании поступления этого года? Может, пожелать что-то абитуриентам? Конечно, хочется добавить всем удачи, потому что у нас еще никогда не было вообще в целом онлайн-приема, да, и, конечно, за несколько минут рассказать о всех нюансах приемной кампании невозможно, да, и пользуясь случаем, я бы хотел сказать, что 9 июня в 5 часов у нас через Zoom будет еще будет общение с абитуриентами и с их родителями, там можно напрямую задавать вопросы мне, моим коллегам, по всем вопросам мы ответим и дадим более развернутый ответ. Спасибо, Анатолий Николаевич. Иван Иванович. Слушаю вас. Иван Иванович, отличается ли чем-то процедура подачи документов в ваш вуз в этом году? Вот название вуза изменилось, а как насчет подачи документов? Спасибо за вопрос. Действительно, мы, значит, постараемся, чтобы всем удобно было с нами, значит, работать, поступить. Для этих целей мы заключили договор с МПЦ, с республиканским МПЦ, да, мои документы. И во всех муниципальных образованиях МПЦ будет принимать от всех желающих документы на прием в наш университет. Это первое. Да? Второе, как вот Анатолий Николаевич сказал, значит, через наш сайт мы, значит, будем принимать документы. Для этого мы приобрели специальную программу, которая, значит, уже прошла тестирование. И мы с 15 июня начнем прием документов. И, конечно, через электронную почту Центральной приемной комиссии мы тоже будем принимать документы. Вот. Таким образом, мы планируем приемную кампанию провести. Также бюджетных мест у нас около 900 в этом году. Тенденция тоже положительная в сравнении с прошлым годом. Есть и, значит, новые направления, которые будут иметь бюджетные места. Это, например, экономическое направление. Вот в прошлом году мы прошли аккредитацию, в прошлом году бюджетных мест в этом направлении не было, но в этом году уже имеется. Вот такая. Ну, я думаю, всех интересует, как же поступить на эти бюджетные места и вообще, как заработать дополнительные баллы при поступлении. Да, значит, мы в течение года, учебного года проводили разные олимпиады, разные конкурсы. По итогам этих конкурсов, конечно, будут выдаваться баллы. В первую очередь мы даем как бы баллы тем победителям, которые победили в олимпиадах. Это раз. Во-вторых, значит, спортсменам даем, которые дали хорошие результаты, разные, значит, призовые места, олимпийским чемпионам, например. Мы баллы даем, значит, отличникам. Мы баллы даем, значит, тем ребятам, которые имеют специальные, значит, успехи во всех направлениях учебы. И, конечно, даем баллы агрошколам, выпускникам агрошкол. Вот так. Спасибо, Иван Иванович. А теперь давайте узнаем у Саргыланы Семеновны,
Как же обстоят дела с поступлением на творческие специальности? Светлана Семеновна, что вы можете сказать о кампании этого года? Добрый день. Этот год для всех нас, для всех высших учебных заведений, он достаточно интересный, но в то же время, конечно, имеет свои сложности. Как отметили коллеги, мы все в этом году будем принимать по электронной системе, начиная с 19 июня. Планируем Арктический государственный институт культуры и искусств прием документов. Есть, специфика, учитывая специфику творческого вуза, те абитуриенты, которые будут поступать по направлениям творческим, они будут документы, они должны сдать до 3 августа. То есть до 3 августа у нас заканчивается прием документов по творческим направлениям. А те абитуриенты, которые поступают только по результатам единого государственного экзамена, то прием документов завершится 17 августа. Далее, что касается медицинской справки, для нашего вуза этот формат не распространяется. Мы не будем требовать сдачи медицинской справки. А что касается творческих испытаний, мы, конечно же, находимся сейчас в режиме ожидания, какое решение примет Минобрнауки Российской Федерации. Валерий Николаевич Вальков, министр наш, обещал, что они отрабатывают с Министерством культуры Российской Федерации по поводу того, что творческие испытания мы сможем принять очно, то есть в присутствии самого абитуриента. Специфика этого, конечно же, требует на самом деле. Но если не получится, то, конечно, мы готовы принять и в дистанционном формате. То есть в Арктическом институте культуры, в отличие от СФУ, справка не нужна. Иван Иванович, а в ваш университет нужна справка медицинская? Медицинская справка нам нужна будет. После приемной кампании, перед 1 сентябрем, мы организованно проведем медосмотр для наших студентов. Это у нас есть договор с клиникой «Аврора». Они здесь имеют место, кабинеты, поэтому, я думаю, здесь проблем не будет. Спасибо. Теперь вопрос, который беспокоит многих абитуриентов в Якутии. Насчет военной кафедры. Есть ли военная кафедра в наших вузах? Как туда попасть? Анатолий Николаевич. Конечно, это довольно-таки актуальный вопрос, да, военная кафедра. Сейчас у нас военная кафедра была, по-моему, с 2006 года. Сейчас военной кафедры нет, но во всех вузах сейчас создаются военные учебные центры, так называемые. Чтобы создавать этот центр, необходимы определенные условия и, конечно, договор на обороне и так далее. В ближайшие годы мы пока не планируем, но в голове имеем в виду, что есть такая актуальность, чтобы в будущем вот такие планы иметь. Спасибо. Иван Иванович, а у вас военная кафедра есть? У нас в университете военной кафедры на данном этапе нет. Но это интересный вопрос. Мы в будущем планируем, но на данном этапе нет. Спасибо. Ну что ж, спасибо нашим спикерам. Эта информация была полезна и, думаю, должна помочь выпускникам сориентироваться и подготовиться к поступлению в вузы. Этимология слова «пандемия» происходит от греческого словосочетания «весь народ». И можно с уверенностью говорить, что коронавирус повлиял на работу вузов по всей стране. В Москве режим самоизоляции ввели раньше, чем во многих других регионах страны. Столичные вузы быстро адаптировались к новой реальности. Ректор Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Сергей Мясоедов поделится опытом своего учреждения с якутскими коллегами. Здравствуйте, Сергей Павлович. Что изменилось для вашего института с приходом коронавируса? Вы знаете, за исключением того, что мы перешли на онлайн-работу, я думаю, что принципиальных изменений я бы и не отметил.
Хочу сразу сказать, что поскольку Российская президентская академия и Институт бизнеса и делового администрирования, ведущая бизнес-школа страны, сильным, ориентированным не просто на критическое, а на креативно-предпринимательское мышление его развития. И университет, и институт в значительной степени были адаптированы к режиму онлайн до того, как пришла эпидемия. И поэтому, если целый ряд ведущих вузов страны, таких как даже наша гордость, Московский государственный университет, перешли на онлайн где-то через 7-10 дней, наша академия перешла в онлайн-режим через 4 дня, а институт начал работать в онлайн-режиме практически на следующий день после соответствующего приказа Фалькова и указа Собянина, потому что были соответствующие наработки. И, коротко говоря, для тех родителей, которые IT-продвинутые, я говорю, что здесь люди интересуются специальностью IT. Мы работаем на всех современных ведущих российских зарубежных платформах, которые позволяют поддерживать качество дистантного образования, включая наши лингвистические занятия. Мы и в Zoom, мы и в Teams, мы и в Hangout, мы и в вебинарах и так далее. Причем, как только мы осуществили переход, мы специально позаботились, чтобы у всех тех студентов, которые остались у нас в Москве и в общежитии, был хороший доступ к интернету. Мы снабдили тех, у кого не было хороших компьютеров, то же самое относилось к преподавателям, компьютерами переносными, лэптопами. Мы провели специальные дополнительные тренинги для преподавателей о том, как сделать занятия более интерактивными, с вовлечением студентов в работу по группам, и двинулись в этом направлении. Что я могу сказать? Сколько бы ни продолжалась изоляция, связанная с пандемией, мы будем эффективно работать в онлайне по нашему расписанию. Но, уважаемые коллеги, я знаю, наш университет очень большой, что целый ряд факультетов принял решение о том, что у них появятся программы дублеров. Программы, которые позволят людям и продолжать обучение онлайн до конца бакалаврской программы. Применительно к нашему институту, который всегда заботился о фундаментальном образовании с творческим элементом, со способностью работать в команде, быть лидером, решать проблемы. Напомню, Гарвардская школа бизнеса учит, что все человечество делится на две группы людей. Первая группа – тех, кто проблемы ставит, а вторая группа – те, кто проблемы решает. Вот масса вузов в стране гуманитарных учат тех, кто ставит проблемы, закатывая глаза, говорят: мы видим проблему, которую должно решить государство. Мы стараемся учить студентов так, чтобы они сказали: а мы видим, как, объединившись в команду, эту проблему решить. Поскольку такие занятия носят творческий характер, мы, естественно, хотим, чтобы они проходили, когда люди могут вживую смотреть в глаза друг другу. Плюс к этому, уважаемые родители могут со мной согласиться или не согласиться. Но я верю в энергетику управленческого кампуса. Я верю в ценность полноценной, полнокровной студенческой жизни. И поэтому я думаю, что использовать онлайн для привлечения ведущих профессоров из Лиги Плюща всего мира, для привлечения ведущих бизнесменов и специалистов из разных регионов нашей страны, это мы будем продолжать активно делать. Но как только режим пандемии закончится, мы вернемся в классы и на кампус. Ибо студенческая жизнь – это, среди прочего,
и креативная атмосфера университета, который становится альма-матер. Это создание друзей, с которыми мы идем по всей жизни. И это те ценности, которые должны остаться в российском фундаментальном образовании. Спасибо. Очень интересно, особенно про решение проблем. И следующий вопрос у меня такой. Ведь в Москву приезжают учиться студенты со всей страны. И как вы планируете принимать абитуриентов из других регионов в условиях угрозы второй волны распространения коронавирусной инфекции? Как только будет дано соответствующее разрешение и снят карантин, у нас готовятся для бюджетников общежития. Бюджетники общежитиями по закону должны быть обеспечены, а их расселение будет осуществляться с осуществлением санитарных норм. А вообще я очень рекомендую родителям, которые интересуются обучением в нашей академии, войти на сайт «Приемная комиссия РАНХИКС» и глазами прочесть ответы на наиболее злободневные вопросы. А те же студенты, которые придут к нам на внебюджетные программы, а я хочу отметить, специально подчеркнуть, что в условиях нынешнего кризиса и эпидемии Академия приняла решение о том, что все те студенты, которые получат по 3 экзаменам ЕГЭ 260 плюс оценку, будут иметь право претендовать, я не гарантирую на 100%, но большинство мы удовлетворим, будут иметь право претендовать на скидку 70-80% на весь срок пребывания в институте до первых неудовлетворительных оценок. Потому что высокие скидки надо подтверждать активной работой в течение всего периода обучения. У нас есть еще один вопрос. Мы самая международная бизнес-школа России. У нас каждый 3-й студент в обязательном порядке уезжает на загранстажировку. И мы лингвистический вуз с занятиями языком в малых группах по 6-7 человек. Мы взяли программу из МГИМО, где, собственно, когда-то наш институт зародился. С этой точки зрения наши студенты на 3-м курсе говорят на 2 иностранных языках. На 3-м курсе на всех факультетах института часть занятий ведется на английском без перевода. И каждый 3-й наш студент уезжает на бартерные обменные стажировки за рубеж. К нам приезжают зарубежные студенты. Их было у нас в прошлом году порядка 60 человек. Казалось бы, пандемия. Но сейчас у нас заявок уже более 100. И зарубежные университеты-партнеры пишут. Наши студенты очень заинтересованы приехать в Москву и к вам, потому что сарафанное радио говорит, что в Москве очень интересно и программа хорошая. Мы начнем с этими студентами занятия в сентябре, вероятно, тоже в онлайне. Но я верю в то, что, как говорил царь Соломон, и это пройдет. И что с Нового года, а может быть с середины осени, к нам приедет и большое количество иностранных студентов, а наши ребята, если их отпустят родители, будут готовиться к поездке в ведущие страны Европы. Да, и Китай, если там будет спокойно. Спасибо. То есть вы считаете, что пандемия в целом не повлияет на программы обмена? Я считаю, что пандемия отодвинет программы обмена, но они сохранятся. И более того, если вы знаете, сейчас довольно много в ведущих вузах стало программ 2 дипломов. Когда вы уезжаете ненадолго за границу, но получаете зарубежный диплом, потому что перезачитывают вашу программу. Я уже сказал, что ИБД-РАНХИКС бизнес-школа, которая лидирует по международности в стране. У нас таких 23. И, соответственно, сотни студентов, которые получили диплом видного зарубежного университета и РАНХИКСа одновременно. Эти программы, как я уже сказал, будут продолжаться
осенью, даже если пандемия нас не отпустит в онлайн-режиме. Мы это уже делаем, мы их уже ведем и договорились с нашими партнерами. Но все, конечно, в этом мире. И эта эпидемия уйдет, как уходили многие предшествующие эпидемии, о которых человечество подзабыло. И мир вернется к студенческой мобильности. Подчеркну, как только это будет безопасно, мы это восстановим. Если это не будет безопасно, мы продолжим сотрудничество в онлайн-режиме. Спасибо, Сергей Павлович. Ваш настрой внушает оптимизм. Надеемся, что так оно и будет. А теперь давайте перейдем к проблеме, которая беспокоит каждого выпускника. Выбор будущей профессии – важный шаг. Принять решение бывает непросто, с учетом постоянных изменений в экономике тем более. Какие профессии будут востребованы через 4-5 лет? О том, как коронавирус изменил рынок труда, мы попросим рассказать директора дальневосточного филиала крупнейшего портала по поиску работы HeadHunter Ксению Аверину. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, Ирина. А как, на ваш взгляд, пандемия повлияет на рынок труда в России в целом и, в частности, в Якутии? Какие профессии окажутся наиболее востребованными? Ну, для начала давайте взглянем на текущую ситуацию. На данный момент мы наблюдаем постепенное восстановление рынка труда. И после падения в начале мая спрос на сотрудников растет более динамично. По данным сайта hh.ru, на неделе с 25 по 31 мая количество открытых вакансий в России выросло на 9%. И количество вакансий увеличилось во всех профессиональных областях, кроме сферы медицины, фармацевтика. Там спрос вырос еще в марте 2020 года и продолжает сохраняться во всех регионах России. На 13% вырос спрос на синеворотничковые профессии, это рабочий персонал. И смягчение карантинных мер положительно повлияло на спрос в одной из наиболее пострадавших в марте и апреле профессиональных областей, это спортивные клубы, фитнес-салоны красоты. Они уже открываются, поэтому подбирают потихонечку людей. Количество открытых вакансий продолжает увеличиваться во всех регионах России, в том числе и в Якутии. При ощутимом росте работодательской активности соискательская тоже не отстает. На 1% выросло число активных резюме соискателей, планирующих начало карьеры. А в Якутии профобласть начала карьеры, где размещают свои резюме соискатели без опыта работы или с минимальным опытом работы от года до года, это самая высококонкурентная сфера. На одну вакансию приходится порядка 14 резюме. Следом за молодыми специалистами по конкуренции в Якутии идут юристы. Это 11 резюме на одну вакансию, госслужбы и финансы по 10 резюме. Ну и говоря про спрос и предложения на рынке труда Якутии на сегодня, можно отметить лидирующие профобласти, где вакансии прирастают сильнее. Это добыча сырья, продажи, медицина, производство, строительство и рабочий персонал. А в вакансиях профобластей добычи сырья, строительства и производства в Якутии встречаются самые высокие заработные платы от 100 тысяч и выше. Все зависит от работодателя, но мы регистрируем самые высокие зарплаты вот в этих профобластях. При этом средний уровень конкуренции в Якутии составляет 6 человек, 6 соискателей на одну подходящую вакансию. Что же касается будущих прогнозов, то, принимая во внимание постепенное снижение ограничительных мер из-за COVID-19, в регионах России мы прогнозируем дальнейшее увеличение активности работодателей и соискателей. И даже по аналогии с другими странами превышение до кризисного уровня активности. То, что сейчас мы наблюдаем в Европе и в части Азии. Текущая ситуация и развивающиеся технологии дают достаточно прозрачные намеки на тренды будущего. Будет расти спрос на IT-специалистов, от разработчиков и программистов до специалистов в области кибербезопасности и электронной коммерции. Уже сейчас у них есть серьезный дефицит по всему миру. Также сохранится и увеличится после вынужденной паузы спрос на специалистов в области продаж. Это лидирующая профобласть, тем не менее она тоже претерпела изменения, и мы ожидаем восстановления. В том числе будут искать и специалистов в области продаж на удаленную работу. И будет продолжать расти спрос на рабочий персонал. Кроме этого, во все времена в регионах России велик спрос на узкоспециализированных и высококвалифицированных профессионалов. Ксения, а какие навыки вы бы посоветовали развивать будущим студентам, ну и вообще соискателям?
Ну, если попытаться заглянуть вперед и говорить про навыки будущего, те навыки, которые пригодятся нам завтра, то прежде всего нужно отметить, что для каждой специальности актуальными всегда будут профессиональные компетенции, знания своей области и образование. Но помимо этого, современные работодатели выделяют так называемые надпрофессиональные навыки. Навыки, которые пригодятся в любой отрасли и позволят сделать работу эффективной. Это такие навыки, как владение IT, навыки создания IT-решений, программирования, работа с искусственным интеллектом, блокчейн-технологиями. Эти навыки будут востребованы и необходимы специалистам уже сегодня во множестве сфер. Кроме этого, навыки системного аналитического мышления, умение воспринимать элемент как часть системы, быстро находить, оценивать информацию, правильно вовремя проводить аналитику процессов. Гибкость и адаптивность также очень важны. Каждый работодатель ценит стрессоустойчивость и умение быстро восстанавливаться и подстраиваться под новые обстоятельства, не теряя при этом эффективности. А в современном мире, где изменения происходят ежедневно, необходимо незамедлительно подхватывать новые тренды и опережать на несколько шагов своих конкурентов. Кроме этого, молодым специалистам пригодится мультифункциональность, умение работать в режиме высокой неопределенности и быстрой смены задач. Молодые специалисты с этим справляются действительно очень неплохо. Это важно иметь способность верно расставлять приоритеты, принимать решения в условиях нехватки информации, прогнозировать ситуацию. Ну и, конечно же, коммуникабельность и командность, умение налаживать контакт с другими людьми, работать в команде, понимать принципы работы как с большими коллективами, так и с отдельными специалистами. Этот навык будет полезен в работе в любой отрасли и в любых масштабах компаний. В будущем специалистам также понадобятся навыки управления собственными эмоциями, способность заботиться о своем физическом и психологическом здоровье. Нарастающая сложность рабочих задач требует высокой концентрации, поэтому востребованным специалистам будет полезно уметь регулировать нагрузки и поддерживать работоспособность. Главное, к чему нужно готовиться молодым специалистам, это постоянное обучение, совершенствование своих навыков, восприятие всего нового. Диплом хорошего вуза и успешная учеба в наше время не дают гарантии, что вы всю жизнь будете работать в рамках одной профессии. Кроме перемен на рынке труда могут измениться ваши интересы, поэтому нужно быть готовым менять вектор всю жизнь, получать новые знания, искать им лучшее применение. Возможно, нужно понимать, чем вам действительно интересно заниматься и куда захочется двигаться в профессиональном плане. Тогда и интересно будет и постоянно учиться, и развивать навыки, которых требует меняющийся рынок. Спасибо большое, Ксения. Эта информация, я думаю, может пригодиться обязательно школьникам, когда они окажутся перед выбором будущей профессии. Спокойствие, уверенность в собственных силах и нацеленность на лучший результат помогут выпускникам Якутии успешно сдать единый государственный экзамен и поступить в желанный вуз. Как мы узнали от гостей сегодняшнего выпуска, для этого в республике, как и во всей стране, созданы все условия. Искренне желаю ребятам удачи. С вами была программа «Честный разговор» и я ее ведущая Ирина Ефимова. Берегите друг друга и будьте здоровы. До свидания.